Информационная служба «Осетия ТВ» – главные темы выпуска. Празднование 70-летия Победы на повестке Дня руководства республики. Сегодня состоялось очередное заседание профильного оргкомитета. Чиновники отчитались о проделанной работе и представили план мероприятий, которые проведут в мае. Молодежная организация «Рухш» поставила перед собой благородную задачу – вернуть осетинский язык на улице. Активисты убеждают горожан говорить на родном языке не только дома, но и в магазинах, аптеках, общественных местах. Сегодня ребята провели специальную акцию. Дизайнер из Владикавказа Наталья Кулиева заняла второе место на международном конкурсе «Кутюрье года», где представила коллекцию свадебных платьев «Жемчужина нартов». 14 нарядов в стиле этно произвели настоящий фурор. Совсем скоро их планируют показать и за границей. Эти и другие темы далее подробно. Выполнение майских указов президента – одно из приоритетных направлений работы региональных правительств. Таймураз Мамсуров на недавней встрече с Владимиром Путиным сообщил, что в Северной Осетии в 2014 году темп роста зарплат бюджетников составил 110%. Как они формируются? За основу берутся 100% 2013 года, то есть это 18 664 рубля средняя заработная плата. И в 2014 году у нас получается 20 530 рублей средняя заработная плата, пока прогнозируемая. За 2013 год она уже утверждена, Росстатом цифра эта. В 2014 году она пока прогнозируется. Мы делим 2014 год на 2013 и получаем вот эти 10%. 100% – это база, от которой мы считаем. Зарплаты растут во всех сферах. Особое внимание уделяют здравоохранению и образованию. В 38-й Владикавказской школе говорят, что по итогам прошлого года зарплаты выросли даже на 15%. Причем подчеркивают, такие тенденции сохранятся и в дальнейшем. К концу года в расчете на ставку зарплата учителя составила в среднем 21 тысячу рублей. Зависит уровень зарплаты от категории учителя, количества учеников в классах, преподаваемых предметов, многих факторов. Также большую роль играет размер стимулирующей части. Согласно прогнозным данным, средняя зарплата бюджетников в 2014 году составила 20,5 тысяч рублей. Окончательные данные Росстат опубликует позже. Пока же самой проблемной сферой остается сельское хозяйство. Здесь, по данным за 11 месяцев, средняя зарплата составляет порядка 7,5 тысяч рублей. Яна Гайгиева, Ацамаз Кочиев, Осетия ТВ. 70-летие Победы в Великой Отечественной войне сегодня на повестке дня. В преддверии великого праздника прошло заседание Республиканского организационного комитета «Победа» под руководством главы республики. Таймураз Мамсуров призвал глав регионов, министров, а также работников госорганов всерьез подойти к вопросу подготовки к юбилейной дате. Мы сыны, дочери, внуки и внучки победителей, перед которыми снял шляпу весь мир. У нас есть острая необходимость, я уверен, что и члены оргкомитета «Победа», и все жители нашей республики в основном считают это своей миссией сделать все, чтобы 70-летие Победы советского народа в Великой Отечественной войне, освобождения Европы от фашизма в нашей республике были отпразднованы на самом высоком уровне, достойно, солидно и с пользой. Докладчики отчитались о проделанной работе, а также рассказали о программах по подготовке к празднованию Дня Победы. Было отмечено, что 214 миллионов 600 тысяч рублей было выделено на обеспечение жильем ветеранов. Горожан ожидает программа на более чем 35 мероприятий, а именно установление мемориальных досок, ремонтные работы в квартирах участников Великой Отечественной войны, выступление Северокавказского хора под руководством Ольги Джанаевой в городах воинской славы республики и многое другое. По словам министра строительства Северной Осетии Казбека Ализова, обеспечить жильем участников войны планируется уже в мае. По аналогии прошлых лет федеральные средства поступают в республиканский бюджет ориентировочно в марте месяце. Соответственно, проведение заседаний рабочих групп по распределению субсидий запланировано на март-апрель. То есть мы хотим 9 мая обеспечить всех наших ветеранов теми средствами, которые получены. Также Таймураз Мамсуров отметил, что все программы и проекты планируемых мероприятий должны быть вынесены на рассмотрение к 20 февраля. Сабина Лаборова, Яна Гагиева, Ацамаз Кочиев, Осетия ТВ.
О перспективах развития физкультуры в Северной Осетии говорили в Институте повышения квалификации работников образования. Вице-премьер Рустем Келехсаев, министр образования Алан Агоев и министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Хасан Бароев встретились с педагогами школ. Организаторы обозначили ключевые задачи, которые стоят перед работниками этой сферы. Среди них создание национальной системы воспитания здорового подрастающего поколения и дальнейшая модернизация системы физвоспитания. Вопросы внимания к самим педагогам, к учителям, вопросы их повышения квалификации, вопросы их аттестации, методической поддержки выходят сегодня на первый план. Я хочу с большим удовлетворением отметить, что такое мероприятие у нас проходит впервые, и то внимание, которое сейчас мы уделяем непосредственно учителям физкультуры, здоровью наших детей, использованию здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе, позволит говорить о достижении тех ключевых показателей, о которых мы говорим. Не обошли стороной и проблемы. В частности, говорили о нехватке в школах спортивного инвентаря. Пугает и процент детей, освобожденных от занятий физкультурой. А замдекана профильного факультета СОГУ Владимир Ларионов поднял вопрос заработной платы. В среднем по республике учитель физкультуры получает 10 тысяч рублей. Многие меня знают, многие мои ученики сидят. Я вот прослушал относительно внимательно доклад, который был у нас первоочередным. По окончании круглого стола участники приняли резолюцию. 16 обязательных пунктов, среди которых повышение квалификации преподавателей и мониторинг состояния здоровья детей, предположительно помогут усовершенствовать систему физического воспитания в республике. Наталья Косторнова, Артем Балатаев, Заур Целов, Осетия ТВ. Добрый день, мы социальный проект «Рух». Мы вот приобщаем осетинскую молодежь к осетинскому языку, чтобы не забывали родной язык. Вот, разрешите нам наклеить вот эти как призывные напутствия на вашу дверь. Да, конечно, клеите. Спасибо. Молодежная организация «Рухш» активно занимается популяризацией осетинского языка. Инициативная группа считает, что родной язык должны знать все, и, что еще более важно, не стесняться на нем говорить. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание подрастающего поколения, развитие интереса к изучению родного языка и литературы – таковы основные цели акции, которую ребята провели сегодня. Мы надеемся, что подобными акциями мы сможем способствовать сохранению и развитию осетинского языка, а также привлечь общественность, а именно молодежь, к своему родному языку, чтобы они дома, находясь у себя в городе, заходя в какие-либо магазины, в аптеки, они разговаривали на своем родном языке, они смущались и больше всего, как показывает практика, говорят на русском языке. Впервые молодые люди заявили о себе осенью прошлого года. Первая акция прошла под девизом «Каттейрон вот девжакжон». Слоган стал популярным в социальных сетях. Невероятный успех первой задумки навел ребят на мысль объединиться и создать группу активистов. Сегодняшнюю акцию они провели в преддверии Дня родного языка. Горожане отнеслись к ней с большим интересом. Это стало огромным стимулом для дальнейшей активной деятельности. Можно сколько угодно обучать языку в школе, как учебному предмету. До тех пор, пока учебный предмет, осетинский язык, не выйдет и активно, бурно не выплеснется из школьных кабинетов и из дома на улице города, у нас не будет гарантии того, что он будет социально закрепляться. Главная ценность любого народа – это язык. Он является неразрывной частью культуры нации, и поэтому борьба за чистоту родного языка, грамотной речи – священный долг каждого, кто любит свой народ. Организаторы надеются, что подобные акции в скором станут традиционными, а молодежь начнет чаще говорить на осетинском языке. Земфира Лолаева, Яна Гагиева, Заур Целов, Осетия ТВ. Узнать об Осетии и увидеть красоту. Дизайнер из Владикавказа Наталья Кулиева заняла второе место на международном конкурсе «Кутюрье года», где представила коллекцию свадебных платьев «Жемчужина-Нартов». Возглавляли жюри Грозный Fashion Week 2014 всемирно известный российский кутюрье Вячеслав Зайцев и итальянский модельер Массимилиано Жангросси. Помимо молодых дизайнеров из России, участие в шоу приняли мастера модной индустрии из 5 стран. Коллекция Натальи Кулиевой произвела настоящий фурор. «Жемчужина-Нартов» впечатлила всех – и знатоков, и новичков, и зрителей. Хотелось бы сказать про ткани, с которыми мы работаем. То есть мы шьем только из качественных дизайнерских тканей, как свадебные платья, так и вечерние платья. Ну, как пример можно показать вот дизайнерскую ткань купон Зухаир Мурат, да, которую мы потом
преобразовываем в красивое вечернее платье. Наталья Кулиева также стала серебряным призером второго евразийского конкурса высокой моды национального костюма «Этно-Эрато». Ее соперниками там были художники-модельеры из разных регионов России, а также Грузии, Казахстана, Мордовии и Монголии. Но впервые интерес к национальному костюму и осетинскому орнаменту появился у Натальи Кулиевой в подростковом возрасте, когда девушка училась в Америке. Где, как не за океаном, человек может понять, насколько сильно он любит свой родной край, свою родную Осетию, тем более, что мы богаты нашей культурой, нашими традициями, уважением к старшим, свадебными обрядами. Естественно, свадебные платья, национальные платья – это прежде всего красота. И вот мы любим творить красоту. Каждый мастер, который расшивает данные наряды, да, то есть это каждый камушек пришивается вручную. То есть на создание платья уходит колоссальное количество времени, вот, и, соответственно, мастер вкладывает тратит не просто свое время, да, но и вкладывает свою душу. У Натальи собственный салон. Ей хочется не только рассказывать, но и показывать по всему миру красоту национального костюма. Впереди много работы, но все труды не напрасны. Коллекцию «Жемчужина нартов» планируют представить за границей. Наталью Кулиеву пригласили на конкурс в Объединенных Арабских Эмиратах. Залина Губурова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.